Генеральный партнер Челябинвестбанк. Партнеры проекта: Челябинский компрессорный завод, Сады России, компания Уралтон, группа охранных предприятий «Витязь», компания «Интерзет». Генеральный партнер конкурса – сеть аптек «Классика». Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Исәнмесез, кадерле дуслар. Вот и наступил самый главный день на нашем проекте. Сегодня мы узнаем имя победительницы конкурса «Татарочка. Маленькие жемчужины». Этот день станет настоящим праздником творчества и национальной культуры. Нам с тобой, Лина, тоже предстоит пройти серьезные испытания. Не знаю, как ты, Вероника, а я лично готова. Смотрите сегодня в выпуске грандиозный финал конкурса «Татарочка. Маленькие жемчужины». Итоги проекта и уходящего года. Как совершить обыкновенное чудо, неожиданная развязка церемонии награждения. Конкурс закончился, а что же дальше? Будет ли продолжение «Татарочки»? Об этом в ближайшие 10 минут. Оставайтесь с нами. И для участниц проекта, и для его организаторов этот день самый главный. Его ждали в течение нескольких месяцев. Шаг за шагом 13 очень маленьких и очень талантливых девочек двигались к своей заветной цели. Теперь от испытаний остались только воспоминания. Понравилось рисовать ичиги. Потом мне нравилось делать и горшочки, вышивать много тамбурным швом. Это очень интересно. Еще мне понравилась эстафета. Самый последний был конкурс. Это был по спорту. И кто из них больше всех достоин победы, сами участницы не знают. Много девочек достойны победы. Это Альсина, Вероника, Диана. А ты? Наверное. Идут последние приготовления. Через несколько минут занавес откроется и начнется самая настоящая новогодняя сказка. А пока мамы участниц делятся тем, что подарил конкурс их девочкам и семьям. Нам понравилось все. Очень было интересно. Педагоги были интересные. Мы многому здесь научились. У нас папа русский, но он настолько вот в нашей культуре, он уже разучивает с Дианой песни, он уже знает некоторые песни на татарском языке. Бу бәйге татар кызы 2013 бигрәк кызык, матур булды. Кызларга күп бирде ул. Кызлар матур җырларга өйрәнделәр, татарча биергә, матур татар орнаментларына белеп алдылар. Кызларга бигрәк кызык булды. В фойе гостей встречает татарская новогодняя ярмарка. Здесь можно найти все, чтобы праздник был по-настоящему народным. Болеть за участниц проекта приезжают целыми семьями, а иногда селами и деревнями. И каждый верит, что их жемчужина самая лучшая. По телевизору смотрели и на сайт я как бы регулярно захожу, смотрю, отсматриваю фотографии, фотоотчеты, все, да. Конкурс покорил сердца всех. Родные и близкие своими жемчужинками искренне гордятся. Трудно поверить, что Татьяна Хуснудинова – бабушка одной из участниц, двоюродная. И в жизни, и на экране ее внучка – настоящая звезда. Такая сообразительная, такая смекалистая, ну, самая-самая достойная. Вот они, ради кого Конгресс татар Челябинской области организовал этот уникальный проект. Конкурс «Татарочка» на Южном Урале проходит в 3-й раз. И всегда генеральным спонсором выступала сеть аптек «Классика». Я рада приветствовать вас сегодня на финале нашего первого детского национального проекта «Татарочка. Маленькие жемчужины». Мы искренне хотели подарить всем нашим девочкам возможность окунуться в мир народных традиций, прикоснуться к наследию национальной культуры и помочь ощутить, что это все бесценно.
И очень хочется, чтобы в канун Нового года то душевное тепло и хорошее настроение, которое вы сегодня получите, сохранялось с вами долгое время. Я поздравляю всех от имени губернатора Челябинской области, от имени правительства Челябинской области. Благодарю организаторов этого замечательного праздника. Желаем всем успеха, удачного и роскошного праздника, который сегодня состоится. Ну а главное, девочки, вам всем победы. О конкурсе знают не только на Южном Урале, но и в Татарстане. На финал приехали представители правительства республики и Всемирного конгресса татар. Исәмез, хөрмәтле кунаклар һәм ничә кунаклар дип әйтәм, чыннан да бу безнең өчен зур бер бәйрәм булды. Бер үзенә күрә гаилә бәйрәменә әйләнде һәм мин монда сиздем шундый моң, шундый җылылык һәм әйтергә кирәктер. Менә ул Чиләбе җиренә бер хас әйбер. Чөнки монда яшәгән безнең милләттәшләребез һәрчак үзләрен беренче иттереп күрсәтә беләләр бар яктан да. Алар матур иттереп җырлыйлар, алар матур иттереп эшлиләр һәм менә аларның шушындый матур, гүзәл балалары да бар. Монда беренче урын, икенче урын дигәнне мин гомумән аңлайм. Менә мондагы балалар, алар барсы да җиңүчеләр. Чөнки менә монда чыгу, менә монда инде үзеңгә батырлык табу, үзенә күрә бер зур бер җиңү инде ул. Каждый выход девочек зал сопровождает овации. В новогоднем калейдоскопе участниц конкурса сменяют знаменитые и любимые всеми артисты. Камерный хор областной филармонии, детская студия ансамбля «Урал», народный коллектив «Айгуль». А шоу-группа «Баян Позитив» заставила зрителей и петь, и танцевать. Секунда и жемчужина уже в роли пушинок. Вместе с солистками ансамбля «Гузель» они показали зрителям красивый и старинный обряд – гусиная помощь. Девушки идут мыть в проруби только что ощипанных гусей, а позади них пух да перья летят, говорят на счастье. Настоящим новогодним подарком для зрителей стало выступление финалистки проекта «Голос» Эльмиры Калимуллиной. И вот самый ответственный момент. Прежде чем жюри назовет имя победительницы, подарки получат все девочки без исключения. Сначала призы зрительских симпатий. Они достались Веронике Дороховой и Диане Подкорытовой. А теперь абсолютная победительница финала. Итак, победительницей становится Дина Конеева. Вот она! Победительница! Вручите корону нашей победительнице! Наши поздравления, друзья мои, аплодисменты, конечно же! Она очень много знает, любознательная, знает много традиций, начитана, знает историю татарского народа, умеет себя правильно вести, потому что для татарских девочек, для будущих татарских женщин умение вести себя очень важно. И она является примером для других своих подруг, сверстниц. И мне бы хотелось, чтобы в результате этого конкурса не только Дина, все девчонки почувствовали себя победительницами, потому что то, что они сделали на сегодняшний момент, для них это маленькая, пусть это первая, но победа. О конкурсе говорят далеко за пределами Южного Урала. Вот и Эльмира Калимуллина признала, такие проекты нужны. Это шанс не утратить то, что дорого каждому народу – традиции и культуру. Я очень рада, что в городе Челябинске поддерживаются такие татарские национальные традиции. Низкий вам поклон за это.
В этом году сказка для маленьких принцесс закончилась, но Конгресс татар Челябинской области обязательно напишет новую историю о красоте, таланте и уважении к своему народу. Имя победительницы названо, и наш конкурс закончился. Вероника, неужели это все? Наши зрители больше никогда не увидятся с девочками? Прощаться навсегда пока рано. Полную версию праздника вы увидите после наступления Нового года, 1 января на канале ОТВ. А дальше? А дальше мы будем ждать нового конкурса, ведь под Новый год происходят настоящие чудеса. Собулага с кадретом усечила. И сен собулага с дуслар.